Добрый вечер. Вы смотрите «Якутия Лайв». С вами Иван Луцкан. В Якутии всегда было особенное, трепетное отношение к детям. И сегодня современные родители с удовольствием вкладывают все свои силы в развитие детей, стараются прививать любовь к учебе с ранних лет, дают возможность выбирать направления для саморазвития, будь то спорт, искусство или музыка. Дети, в свою очередь, отвечают взаимностью, с удовольствием посещают занятия и радуют семью своими успехами. Сегодня мы поговорим о развитии детей, о возможностях для реализации каждого ребенка на нашей республике здесь, в Якутии, с директором Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Варварой Васильевой. Добрый вечер, Варвара Альбертовна. Вот имя-то какое специально для меня. Варвара Альбертовна. Вот. Давайте нашу программу начнем с банального вопроса, который звучит постоянно и в социальных сетях, и часто звонят, задают его к нам на прямой эфир. Куда податься ребенку у нас в республике? Добрый день, добрый вечер, то есть уже, да. Податься можно, в принципе, в учреждение дополнительного образования. Но еще в школах у нас открылись точки роста, кванториумы, детские технопарки, экостанции. То есть форматов работы с ребенком в данное время очень-очень много. И возможностей тоже очень много, да. Есть секции, кружки при спортивных школах, при детских школах искусств, в учреждениях дополнительного образования, опять же, да. То есть в принципе, податься можно куда угодно, но знать нужно, куда ребенок хочет. То есть все равно нужно какой-то диалог построить с ребенком, чтобы у ребенка были не только возможности, которые видит родитель, да, но еще и желания. Почему? Потому что успех вообще ребенка, успешная история ребенка как раз-то слагается при формуле, когда есть желание ребенка, это, во-первых, учитывается, да, возможности родителя, потому что все равно родитель, он имеет свои возможности и видит эти возможности в разных, например, направлениях развития ребенка, да. Ну и в-третьих, это когда есть педагог, который имеет подход к ребенку. То есть, получается, при такой расстановке формулы, тогда и получается успешная история ребенка. И в любом возрасте ребенка можно, в принципе, дать туда, куда он хочет, начиная даже с 3-летнего возраста. То есть нет такого понятия идеальный какой-то возраст? Нет. 3, 5, 10? Неважно, в принципе, да. Хотя вот у нас учет ведется по дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет. Хотя есть дети, которые ходят и в 2 года на какие-то кружки, в 3 года, даже 1,5-летние хотят ходить на какие-то кружки, потому что современные дети, они практически не имеют вот таких возрастных ограничений. Да, это во-первых. Ну и во-вторых, наверное, это наши возможности. Почему? Потому что сейчас информационное поле очень широкое. Самое главное, чтобы информация была правильная, верная. Ну и сами родители тоже понимали, какую информацию они хотят дать ребенку, чтобы ребенок пошел, ну, в то или иное направление. Потому как он имеет свои таланты, способности. У него образовательная среда сейчас самая такая, ну, как бы скажем, актуально востребованная у нас в республике, по Российской Федерации, да вообще и в мире в целом тоже. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы говорим в прямом эфире по теме дополнительного образования детей. И вопрос на гостю нашей студии вы можете задать по телефону 8 41 12 42 14 39 или по телефону номера в мессенджере WhatsApp 8 914 235 05 02. Варвара Альбертовна, у вас вот центр называется «Юные якутяне». Вот в чем у вас основная задача, какие услуги вы предоставляете? Ну, наверное, вот скажу, вот самое отличительное, это мы работаем по всей республике. То есть, получается, мы как раз-таки ту государственную политику, которую диктует нам Российская Федерация, мы его претворяем у себя в нашей республике. Мы создаем условия, мы помогаем проводить методические семинары, ведем полностью методическое сопровождение, да. Также мы ведем курсы повышения квалификации. Это массовая работа практически со всеми детьми, которые находятся на нашей территории, да. Основное — это проведение мероприятий, да. У нас по республике проходит более 130 мероприятий для детей. Да, и в них у нас участвует 230 тысяч детей. Да, это большой показатель от 3 лет до 18. Есть уже сейчас вот подняли мы немножко возраст из-за того, что у нас есть еще в направлении ГТО до 21 года. Поэтому получается, что огромный объем мероприятий приходится в наше учреждение. Кроме этого, мы ведем метод сопровождения, про который я сказала. Это курсы повышения квалификации, это работа полностью с теми педагогами дополнительного образования, которые есть у нас по республике. Всего педагогов дополнительного образования около 3000. Всего на нашем навигаторе, это у нас есть навигатор дополнительного образования, да, на нем у нас зарегистрировано 6500
Навигатор программ. 14. Да, навигатор 14. Наверное, каждый Знаю, родитель- проходил, да? Знаю, практикую и могу, да, наверное, потому что каждый родитель старается, чтобы ребенок выбрал какое-то направление. И, конечно, то есть это мы стараемся, чтобы они вошли в навигатор, потому что есть показатель высшего должностного лица, который учитывается как раз-таки по охвату дополнительным образованием в нашем регионе наших детей. Да, кстати, хочу отметить, что сайт очень удобный. Я почему сразу про него вспомнил. Сам записывал ребенка на секции во Дворце детского творчества. И там прямо и группы, и время, можно подать заявку. То есть, в принципе, я советую зрителям, которые особенно проживают в городе Якутске, воспользоваться этим сайтом. Вы, по крайней мере, сможете узнать, какие вообще есть секции, направления в городе Якутске, и как туда можно попасть и записаться онлайн. Совершенно согласна. Да, вот, кстати, вопрос из WhatsApp. Наших телезрителей случилась такая история. Ребенок очень хотел танцевать, отвели на кастинг, не взяли, отвели на второй, снова провал. Педагоги отказываются заниматься. Ну, что с него взять, у него нет никакой склонности к танцам и так далее. А вроде бы у ребенка-то желание определенное есть. Вот как быть в этой ситуации? Можно ли вообще вот так сразу ставить крест на человеке и говорить: все, до свидания, да, и иди занимайся другим? Или же все-таки здесь не смогли найти просто диалог между собой, педагог и родитель? Я думаю, здесь в этом отношении есть вот маленькая ошибка родителей, ну, если взять именно вот эту ситуацию, да. Прежде чем отвести ребенка, например, да, ну, родители, я так поняла, желание-то увидели у ребенка же, да, но есть еще и возможности. То есть можно было дать ребенка сперва на массовый какой-нибудь кружок, где бы он прошел как бы подготовительный этап становления своей личности как танцора, скажем, да, а потом уже вот такие кружки у нас есть, кстати, да, по всей республике, которые не ведут кастинг, да, ну, а потом уже пойти на более такие прокачанные кружки, которые имеют кастинг. Это самый правильный путь, когда ребенок уже точно знает, что хочет, может даже практиковать, то есть у него есть уже определенное мнение, да. Ну, и еще расскажу, что педагог дополнительного образования, человек, который занимается с ребенком, он должен тоже найти подход, то есть от него взять и отказаться, от ребенка, у которого есть желание, сразу невозможно. Все равно нужно найти какой-то общий диалог с родителями и с ребенком. Желание ребенка у нас должно быть в приоритете. Вот, кстати, про воспитание, да, сразу вопрос, который, наверное, самый дискутируемый и часто встречаемый везде, на форумах, даже на кухне об этом обсуждают. Кто несет ответственность за воспитание? Школа или семья? Я тут думаю, что за это ведет у нас ответственность, ведут, то есть ответственность обе стороны. Почему? Потому что родители являются участниками образовательного процесса, то есть они не субъекты, не объекты, а именно участники образовательного процесса. Они должны в воспитании ребенка принимать очень активную фазу части, да, скажем, воспитания. А если взять, например, обязательную организацию, то оно создает больше условий, да, которые и дает, например, конкретную услугу образовательную. Это образование. Но сейчас у нас есть еще и такая тема, что воспитание и образование, они должны идти рука об руку. Причем среда, в которой мы живем, да, есть очень замечательная программа «Эркей Эргире». Вот, буквально оно стартовало недавно, в этом году. Написана уже программа достаточно хорошая, да, и оно как раз-таки говорит о том, что самоорганизация ребенка должна быть во главе воспитания самого человека, да. Тем более, когда-то наши предки, они и образовывали среду своим вот самовоспитанием. Занимались, например, не образованием только среды, да, но они еще и занимались самовоспитанием, образованием среды, образованием условий. То есть вот к этому и должны стремиться что родители, что педагоги. Ну и образовательные организации, конечно. Ну вот, вспоминая даже свое детство, помню вот мультики, да, и там вот скаутское движение, особенно вот когда «Утиные истории» был мультфильм, там вот эти как раз все утята, они были скаутами, гордились этим, сидели возле костра и так далее. Вот в Америке скаутское движение, оно так активно набирало обороты. Почему у нас не совсем это движение развито, хотя то же самое спортивное ориентирование у нас в Якутии было бы, мне кажется, актуальным, потому что у нас и природа, любим мы с ней общаться, и возможности есть, и тайга бескрайняя, и вот у нас много потеряшек, которые могли бы благодаря тому же самому ориентированию быстро находить выход из леса, даже не прибегая к каким-то иным способам. В принципе, вот если взять, то мы считаем, что вот в нашем центре как раз вот в прошлом году произошло большое присоединение, когда к нам присоединились и спортивные направления, и в то же время у нас и движение, которое называется скаутским, да. Здесь у нас оно идет как спортивное ориентирование, как заметил Иван, да, и оно идет у нас как туризм, да. Мы считаем, что оно очень хорошо развито. Почему? Потому что есть очень много улусов, которые участвуют в спортивном ориентировании. Конечно, вот сейчас в связи с ковидом,
спортивное ориентирование проводится, к сожалению, не такое массовое, как бы хотелось. Да? Ориентирование по экранам монитора. В том числе это тоже есть, да, у нас есть онлайн-ориентирование. Буквально вот на прошлой неделе, в субботу-воскресенье, наши занимались желтым листом. Это как раз-таки онлайн-ориентирование, когда каждый ребенок пробегал, например, определенную дистанцию и находил КП. Когда вот еще не было ковида, такие массовые большие маевки были, да, проводили спортивные соревнования. В школах в прошлом году мы проводили как раз, опять же, спортивное ориентирование в виде, опять же, вот снимали через онлайн, ставили КП прямо в спортивном зале. Было очень интересно, и прохождение вот всех вот этапов тоже было интересно. Почему? Потому что была методичка, по которой нужно было все это завести, занести, провести и сделать, например, сфотографировать и обязательно читаться. Конечно, еще мы ставили онлайн-камеры, что это было достоверно, да. То есть вот это все как раз нам дало возможность развить, например, дистанционные форматы работы в том числе. Но если взять вот в чистом виде скаутское движение, оно же у нас сидит еще и в едином детском движении «Стремление Джулур», например, да, там есть 7 больших модулей, в том же РКР ГИРа. То есть у нас, в принципе, республика, которая имеет очень большой фундамент детского движения, да, и еще есть возможности развития детского движения в том виде, в котором мы хотим видеть. Это, опять же, самовоспитание, самоорганизация, да. Мы это должны понимать, и мы, взрослые, должны помочь нашим детям. Да, они должны у нас самообучиться. Сейчас, видимо, наступило такое время, когда ребенок сам выбирает себе ту образовательную траекторию, которую он хочет. Многие из нас, например, да, даже не могли вот в нашем возрасте, в их возрасте, в сегодняшнем дне подозревать, что есть какие-то другие вообще форматы работы. Так ведь мы же учились очно, мы ходили на все уроки, мы делали домашнюю работу. То теперь ребенок, например, дистанционно, когда учится, он учится 15-20 минут. Это требование, да. Но он может уроки сделать очень быстро, а какой-то ребенок может уроки сделать дольше. Вот в этом отношении, мне кажется, у ребенка появился выбор. Кто-то больше посвящает учебе, а кто-то, например, уже другим своим каким-то каким-то другим направлением деятельности. Вот следующий вопрос. Я как раз хочу специально обратиться вот к администраторам разных инстаграм-страниц, телеграм-каналов, да, значит, пабликов разных в различных социальных сетях. Вот зрители телевидения узнают вот о том, о чем мы сейчас будем говорить, об интересном конкурсе. А вот вы готовы это распространить у себя или нет? Потому что конкурс очень важный под названием «Смотри, это Россия». Вот что это за конкурс, как в нем принять участие и благодаря этому рассказать о Якутии? В 2020 году у нас произошел очень хороший разговор с главой нашей республики, с Арсением Сергеевичем Николаевым. Наши дети встречались как раз с ним, и у детей возникла идея, да, рассказать о своей республике современным способом. Арсений Сергеевич его поддержал, и таким образом у нас родился такой огромный проект. Он у нас получился всероссийский школьный конкурс, и в прошлом году он тоже так же проходил. Назывался «Смотри, это Россия». Очень долго думали, как же называть, и пришли к мнению, что «Смотри, это Россия» — это как раз-таки рассказывать о всех регионах нашей Российской Федерации. Да. Тема в прошлом году была «Зима» в нашем крае, да, а в этом году у нас тема называется «Легенды нашего края». Почему мы подумали, что легенда будет интересна нашим детям? Потому что, во-первых, если даже взять нашу республику, да, то почти каждый улус, алаз, да, он находился по семейному принципу, так ведь, да? И, конечно же, предания, те же традиции, те же легенды, они слаживались как раз-таки из аласного такого понятия, да, и многие вот легенды, которые сейчас у нас из уста в уста переходят, они как раз все говорят об этом, о создании семьи, о любви к родине, да, вообще проект этот о любви, если честно, да, почему? Потому что мы все любим свой край, свою родину, да, вторую, малую родину, там, большую родину, то есть у нас все равно, вот когда мы приезжаем там, куда мы родились, все равно трепетно наше сердце бьется, мы какие-то эмоции испытываем, да, ну и, конечно же, хотим, чтобы наша республика была богатой, красивой, счастливой, да, то есть мы об этом все равно помним и знаем, да, а конкурс очень простой, он должен связать наших детей со своей родиной. И, конечно же, если ты его любишь, ты все равно его немножко по-другому покажешь. И легенды как раз об этом и будут говорить, как ты любишь свою родину. Есть условия, которые должны обязательно соблюсти. Участие вот в нем обязательно это должны пройти регистрацию. В команде должно быть 5 членов,
которые как раз-таки ищут локации, пишут сценарии, снимают, могут и быть актерами. То есть они между собой делят все эти роли, скажем, да, это как бы и полупрофессиональный конкурс, и ролевая игра, все в одном. Но нужно не забывать о том, что мы как раз-таки через вот этот формат воспитываем гражданина-патриота, человека, который должен любить родину, да, родину. Ну и 5 человек ты собираешь в команду, обязательно регистрируешься, а регистрацию ты проходишь на сайте Lookits Russia, да, этот сайт у нас на нашем сайте, в Телеграме, в Инстаграме, во всех наших социальных сетях его можно видеть. Мы его очень часто репостим и показываем, да, какие у нас там Ну, все. вот ваших-то есть, мне интересно, вот другие подхватят или нет? Ну, не знаю, если вот эфир посмотрят, может быть, подхватят. Почему? Потому что вот пройдя регистрацию, они должны еще получить мастер-классы. Мастер-классы сейчас у нас на сайте тоже висят, и их можно увидеть, да, посмотреть. Мастер-классы все разные, причем дают мастер-классы очень именитые видеоблогеры, операторы, тревел-фотографы, да, ну, есть такое направление очень хорошее, да, тревел-видеосъемщики, то есть это все дается на профессиональном очень хорошем уровне, да, мастер-классы. Проходишь эти мастер-классы, и четвертым уже ты получаешь задание, тему, не тему, а адрес, кому ты открыточку отправляешь. Почему? Потому что в виде открытка вот это, когда мы были маленькие, мы писали письма. Вот, например, когда я приехала с Артека, я писала всем подряд, вот своим соотрядникам, да, письма. То есть мы обменились так письмами, открытками, да, там, красивыми, там, например, марками, да. А здесь у нас идея это видеокроссинга, то есть это видео в определенном формате записывается и на определенное время, до 1 минуты. То есть это должен быть очень хороший такой контент, в котором каждый ребенок, команда, да, должен рассказать о своей родине. Вообще якутяне как охотно принимают участие в таких конкурсах? Вот в прошлом году у нас было 700 команд, а в этом году у нас в 10 раз меньше, да, но хотелось бы, чтобы наша Якутия приняла участие очень активно, потому что мы До какого организаторы. числа? У нас идет до 1 ноября регистрация, с 9 по с 25 октября по 9 декабря у нас с вами идет уже голосование общественное. Да? Почему? Потому что здесь голосует вся Россия, может голосовать каждый, и можно голосовать за те как раз-таки видеоролики, которые вам понравились. А контент очень такой бывает, ну, интересный. Я в прошлом году, когда сама смотрела, получилось, что есть места, про которые я даже не знала, вот, живя в Якутии. Было очень интересно, как дети их представляют и как они их описывают. То есть детское мнение для меня было очень важно. То есть я увидела совсем по-другому нашу республику. Вот теперь, возвращаясь опять же к теме дополнительного образования, ковид внес проблему в работу детских лагерей. Каким образом осуществлялась их работа в этом году и каким образом туда попадали дети? И, скорее всего, я так думаю, что хоть я и оптимист, но с таким с реалистичным уклоном, скорее всего, это все сохранится и на следующий год, такой порядок. Вот как было в этом году? В принципе, вот если взять опыт этого года, то мне, честно, он понравился. Почему? Потому что не было вот таких хождений родителей. Почему? Потому что, вот опять же, вспомнить свое детство, когда к нам родители не приезжали, привозили и уезжали, и потом только забирали, скажем, да. Этот формат мне очень понравился. Почему? Потому что 21 день ребенок находится в лагере закрытого типа. Туда невозможно приехать без спроса. Только могут заходить, например, и педнадзорные органы. Ну, надзорные органы могут заходить, если есть положение, о котором, что вот как проверяющий орган, они могут проверять нас, скажем, да. Это все равно нужно делать, потому что ну, любые могут проблемы в лагерях, да. Это во-первых. Во-вторых, мне понравилось то, что было 75% наполнения. Иногда бывает, что под завязку возьмешь, и ты, у нас, например, есть лагерь, в котором 150 детей, да, и вот когда начинаешь бегать между этими 150 детьми, это очень сложно. Это вот второе, да. И третье, это когда уже наши вожатые, они знают, чем они занимаются, как занимаются, у них нет времени на то, чтобы общаться с родителями. Почему? Потому что, когда каждый родитель приезжает, он начинает задавать очень много вопросов, тут и WhatsApp-группа появляется, где можно постить фотографии, очень хороший контент появляется в Инстаграме, когда можно увидеть каждого ребенка, который отдыхает у нас, да. И мне еще формат понравился тем, что у нас каждый ребенок, мы это тоже практиковали до этого, да, участвовал во всех мероприятиях. Его не забирают родители, например, скажем, да, если раньше можно было забрать на 1-2 дня, то теперь их не забирают вообще, и у ребенка очень хорошее портфолио.
создается, потому что лагерь у нас республиканский, и мероприятия, которые там проводятся, и образовательная программа, которая там проводится, она уже в формате республики дается. А так у нас 3 лагеря, это Каскил, Связист и Кемпендейский центр Сирустара. Это который именно в вашем центре, да? Это в нашем центре, да. И один из них у нас лечебный, это как раз Сирустара. У нас еще он задачу ставит для себя как медико-лечебное сопровождение. Мы даем и лечебную часть тоже. Есть у нас лицензия как раз-таки по лечению наших детей. Вожатые. Вот я, когда в лагерь ходил, я помню своих вожатых, с некоторыми даже общаемся до сих пор. Я ходил в лагерь Бинго, как раз на базе тогда Дворца детского творчества был. И их готовят специально. Есть ли какая-то возможность, если есть желание поработать вожатым, или нужно вот опять же спецобразование? И как они сами растут? Какие-то конкурсы среди них проводятся, нет? Да, у нас вот профессиональное становление вожатого — это вообще очень такая трепетная тема. Почему? Потому что я сама была старшей вожатой, начинала свою педагогическую деятельность как раз 16 лет старшим вожатым. И когда я первый раз поехала в лагерь Каландашвили вожатым, это совершенно другое, чем просто отдыхающим, да. И для меня это был шок, наверное. Почему? Потому что я поняла, что творится за стенами отряда, когда ты уже вожатый, да. Конечно, вот проходя вот этот путь становления как вожатого, да, для меня был очень важным сейчас современным вожатым дать тот опыт работы, который я приобрела, работая в лагерях. Практически во всех я лагерях проработала, которые есть в городе Якутске, и у нас образовался таким образом в свое время, в 2004 году, сводный городской педагогический отряд «Смена», который работает у меня вот в нашем учреждении, и они как раз сопровождают все наши смены. Есть профессиональный конкурс вожатых, он называется «Вожатское сердце Якутии». Как раз 2 победителя, абсолютных победителя, работают в нашем центре педагогами-организаторами. То есть это тоже свой профессиональный какой-то вот рост наших педагогов, которые приняли участие и решили, что они будут вожатыми, педагогами-организаторами, и, конечно, будут реализовывать эти смены. Ну и курсы повышения квалификации у нас вожатых есть. И есть у нас на летний период мы берем еще помощников вожатых. Это у нас бывают студенты, которые хотят пройти практику в том числе и, конечно же, может быть, и заработать. Почему? Потому что есть ребята, которые вышли из наших курсов по кружковой деятельности и захотели стать вожатыми. Вот они к нам приходят работать. В этом году, конечно, было трудно. Почему? Потому что в этом году нужно было пройти очень массу этих анализов, там, ПЦР и так далее. Это сложно, и когда, вот, например, коллектив собирается, то это тоже очень сложно сделать. Поэтому вот в этом отношении в этом году были трудности. А так мы, да, конечно, работаем с помощником вожатых, с детьми с 14 лет, через центр занятости, как все положено. Я напомню нашим телезрителям, что мы общаемся в прямом эфире, и телефон в студии для ваших вопросов 8 41 12 42 14 39, или вы можете задать свои вопросы по телефону в WhatsApp 8 914 235 02. А темой нашего сегодняшнего разговора является дополнительное образование детей, и говорим мы об этом с руководителем ресурсного центра «Юные якутяне» Варварой Васильевой. Продолжаем разговор. Вот как-то так мне в голову сразу прилетел один вопрос по поводу троечников и отличников. Да, вот многие говорят, что троечники, вот они такие активные, пусть даже у них нет знаний, но они более социализированы, а отличники вечно зубрят, у них ничего не получается потом в будущем, когда они в жизнь выходят. Но я как отличник, ну, наверное, не соглашусь, а вот вы как думаете? В этом отношении я думаю, что все зависит от человека, опять же, да, от окружающей среды еще зависит, да. Есть люди, которые вот очень хорошо социализируются. А как раз-таки дополнительное образование, вот я точно знаю, что Иван ходил на дополнительное образование, точно, Ходил, да, на кружок, выводил, на секцию. Вот это дает возможность развивать, сейчас вот современно говорят, софтовые скиллы, да, софт-скиллы. А раньше это была коммуникация, раньше это было дружелюбие называлось, да. То есть обычно таких писали, да, например, в характеристиках, да. Вот как раз-таки это и является вот тем социализирующим элементом, который нужен нам сейчас в данное время. Но вот сейчас, посмотрев на наших детей, которые ходят к нам, я могу сказать, что неважно, отличник, ты троечник, да, у них есть возможности больше, чем вот у нас вместе взятых, наверное, да, у взрослых. У них есть возможность общаться не только на языках
своих родных, да, у них есть и другие языки, иностранные языки, и еще даже есть языки программирования, которые очень важны, и они как раз-таки могут их найти по всему миру. Вот, например, даже приведем пример, вот команда, которая выиграла аутсайдерская вот, из Российской Федерации в таком большом чемпионате мировом, да, по Dota 2, например, да, это же ребята как раз-таки прошедшие через такие игровые форматы работы и командные работы, да, это, ну, я думаю, что даже в таком формате уже можно говорить о том, что они социализированы как личности. Поэтому вот у меня к ним даже вот есть, когда вчера я увидела эту новость, например, да, я была очень за них рада, потому что неважно, если ты даже не смог там окончить, например, учебное заведение, высшее учебное заведение, да, но их навыки как раз-таки дали им возможность социализироваться в той среде, в которой они себя нашли и вышли уже победителями. Вот теперь вопрос, касаемый профориентации. Чаще всего и родители, и сами школьники стоят перед выбором, куда пойти ребенку или пойти самому, если ты ребенок. Выбор делают, а по факту получается так, что учиться не хочу, мне это не интересно, нам родители настояли. Соответственно, не все так гладко. Потом в последующем, когда ребенок оканчивает учебное заведение, и потом жизнь не клеится. Вот какую-то работу на этапе дополнительного образования проводите вы или нет по профориентации? Конечно, у нас есть целая модель профориентационной работы по всей нашей республике. Да. Профориентация — это вот вообще сквозное направление, скажем. Да. Почему? Потому что есть конкретно направленности, которые развивают те или иные, скажем, качества. Да. А именно профориентация — это то, чем занимается практически каждый педагог, каждый учитель, да, и каждый родитель, наверное, да, а ребенок у нас является как раз-таки объектом профориентации. И в этом отношении иногда бывает, что родители выбирают за ребенка, но тем не менее вот сейчас, если взять ситуацию, то ребенок сам выбирает, что ему хочется. Это во-первых. Ну и во-вторых, сейчас стало очень много, еще раз скажу, возможностей, и, конечно, дети выбирают то, что им по душе. Профориентационная работа ведется во всех школах, во всех образовательных организациях, да, ну и является одним из приоритетов всей нашей республики. Почему? Потому что идет кадровый голод, в том числе, да, практически по всем направлениям деятельности. Очень нужны кадры в промышленности, очень нужны кадры в медицине, педагогике, да, то есть все равно в градообразующих таких отраслях они все равно нужны. Я хочу напомнить зрителям, что вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они касаются дополнительного образования. Многие из них задавали, собственно говоря, вы. Они были проанализированы Центром управления регионом, аббревиатура ЦУР, по мониторингу социальных сетей, на форумах, в социальных сетях. И вот эти вопросы как раз мы сегодня и поднимаем в общении с Варварой Альбертовной. Продолжаем диалог. Сегодня в интернете очень много специалистов готовых проводить занятия через интернет. Все-таки дистанционка, она вошла в нашу жизнь. Плохо или хорошо, но факт, оно есть. Да. Как вы считаете, стоит ли доверять тем, кто предлагает эти услуги в сети? И как отличить качественное образование в сети от, скажем так, шарлатанства, ну, так называемых коучей-блогеров, которые стали тут неожиданно суперпедагогами высокого класса? Да, есть такая проблема. Но вот эту проблему вот, например, распознать на уровне, скажем, вот, опять же, инстаграмов, да, вот я сама смотрю, фейсбуков, социальных сетей, это практически невозможно. Но есть хорошо зарекомендованные курсы, которые можно просмотреть, и мы их даже можем порекомендовать и стать теми людьми, которые могут ну, точно отвечать за то, что это очень хороший курс, который нужен ребенку, скажем, да. Это во-первых же. И во-вторых, многие курсы у нас являются лицензированными, как образовательная деятельность взрослых и детей. То есть имеется лицензия, и, конечно же, мы понимаем, что они дают неплохой курс, который можно было бы провести для детей. Но кроме этого, еще и в-третьих, у нас в навигаторе есть экспертиза всех программ, которые подаются и в онлайне, и в офлайне. То есть экспертизу делаем не только мы сами, методисты, да, нашего центра, но еще и методическое сообщество наших педагогов дополнительного образования по всей республике. Как раз-таки муниципальный опорный центр, они занимаются тем, что еще и помогают нашим методистам экспертировать вот, проведение таких курсов. Ну да, шарлатанов стало много, очень часто звонят, спрашивают, да, и говорят, вот, были на таком курсе, дали, ничего не дали. Все равно любой ребенок, который проходит курс, он должен получить навык.
И если есть навык, то у него получается какая-то, ну, хоть какая-то маленькая профессия, которую он может хотя бы понять, что это такое, и пойти потом по этой же профессии. И в этом отношении, конечно же, мы проводим психологические тесты, да, стараемся, чтобы вот опять же в навигаторе у нас есть модуль, да, который дает возможность проанализировать, какое профориентационное направление он может выбрать. И там же еще и даются те курсы, которые даются в онлайне. То есть если вы будете дружить с нашим навигатором 14, да, вы можете увидеть это все наяву и, конечно же, попробовать на всех тех курсах, за которые мы точно ручаемся. И это не будет шарлатанством. Они очень качественные. Чем отличается вот движение «Юные якутяне» и «Джулюх» стремление? У нас организация, у нас государственная организация, ресурсообеспечивающая в том числе. Мы участвуем в определенных грантах, мы ведем региональные проекты «Успех каждого ребенка». Как раз таки они дают возможность развивать образовательные организации. Не только учреждения дополнительного образования, но и в целом образовательные организации. У нас движения, как такового, юные якутяне, нету. У нас есть центр ресурсного развития, республиканский ресурсный центр юные якутяне, да, а есть еще единое детское движение, это немножко другое, это направление, это общественная организация, которая как раз-таки занимается тем, что социализирует, развивает социально-гуманитарное направление, да, развивает как раз лидерство, социальные инициативы, волонтерство. Вот это все относится к общественной организации. Многие родители выступают против военно-патриотического воспитания в школе, тоже активно обсуждается, зачем этот милитаризм и прочие вещи. Вот как вы это прокомментируете? Ну, вот если взять патриотическое воспитание, его можно разделить на гражданско-патриотическое и военно-патриотическое. Ну, если вот по нашей республике взять, то у нас военно-патриотическое воспитание, оно набирает обороты. У нас нет вот милитаризма, у нас нет вот такого явного понятия, вот, скажем, того же, вот, что есть в скаутском движении, скажем, да. У нас есть юнармия, которая как раз развивается, становится на ножки, есть очень хорошие достижения у ребят. Я думаю, что в этом отношении просто родителям нужно побольше искать информации в интернете, чтобы точно знать и разделять, что такое военно-патриотическое воспитание и гражданско-патриотическое воспитание. Гражданско-патриотическое воспитание — это краеведение, это музееведение, это изучение своего края, это участие в наших проектах. Опять же, у нас есть очень хороший проект, он называется «Мы — будущее России». Он тоже под эгидой нашего главы Василия Сергеевича, да, он как раз подразумевает воспитание, вообще воспитание гражданина и патриота, да, через общественно-государственное управление и еще и с применением инновационных технологий. То есть это должен быть такой проект, который дает ребенку возможность понимать, что такое воспитание гражданина, воспитание патриота, еще и понимать, как это можно использовать для того, чтобы расти. А вот проект «Будущий дипломат» — это что за проект? Этот проект был инициирован в 2006 году общественной организацией «Интерсфера». Председателем у нас является Дьяконов Николай Васильевич, наверное, знаете его, да, МВС. Да. Сейчас он у нас проводится уже почти юбилейный раз, очень много участников в будущем дипломате. Почему? Потому что будущий дипломат — это тоже профессиональный конкурс, в котором ребята, которые выигрывают, они поступают в школу дипломатии, дипломатические школы, да, в академию дипломатическую, да. Сейчас у нас, например, идет еще и становление этих ребят как людей, которые могли бы и служить и в армии, и еще и быть дипломатами на уровне служб безопасности тоже. То есть в этом отношении это классный конкурс, когда ребенок учится не только говорить красиво, да, но и думать очень хорошо. Да. Почему? Потому что все-таки дипломаты — это люди, которые ведут беседы великосветские, да, ну и надо дать понять, что у нас этот конкурс является одним из основополагающих нашего центра. Все победители, которые у нас становятся на уровне республики, они побеждают у нас еще и в России потом, да. Ну и, конечно же, поступают, опять же, вот в те профильные университеты, которые они выбрали. В завершении вопрос. Какое направление самое популярное в вашем центре? В нашем центре, если посмотреть по тому, на какие кружки дети ходят, это социально-гуманитарное направление. Да? Почему? Потому что социально-гуманитарное — это как раз-таки вот сейчас особенно стало, да, это софтовые скиллы, которые развивают наших детей. Раньше, если вот до прошлого года, до того, как мы закрылись, как закрытые, да, ковидом
из-за ковида, да, то в то время было очень сильно распространено техническое направление, потому что ты все равно работаешь с техникой и так далее, да, то теперь это стало общение, живое общение, общение даже вот за черными экранами, скажем, да, в онлайне, но это все равно общение. Почему? Потому что человек, оказывается, вот когда находится в таком состоянии, он хочет общаться. И дети, которые говорят на английском, на китайском, на якутском, на русском языке, которые поют, танцуют, они как раз-таки в этом находят свою какую-то отдушину, видимо, для того, чтобы вот как-то компенсировать это все, да. Ну и это первое направление, которое вот очень актуальное у нас в центре, да. И второе направление — это у нас направление ГТО. Готов к трудовой обороне. Это направление, которое у нас тоже сильно развивается. Мы открыли очень много мест тестирования и собираемся, это в школах мы открыли, да, в образовательных организациях. Мы еще хотим открыть места тестирования в детских дошкольных образовательных организациях. Почему? Потому что в детских садах это тоже актуально. Мы над этим тоже работаем. Почему? Потому что все равно мы должны, опять же, через данную программу воспитать патриота, гражданина. Мы должны понимать, что он должен быть и здоровый, и смог защитить все-таки нашу Родину, потому что он даже в ГТО есть готов к труду и обороне в расшифровке этого слова. Спасибо большое. Я напомню зрителям, что мы беседовали на тему дополнительного образования с Варварой Альбертовной Васильевой, руководителем ресурсного центра республиканского «Юные якутяне». Хочется пожелать удачи в вашей работе, интересных, талантливых детей, которые в последующем станут настоящими патриотами нашей Родины, Якутии и России. Спасибо. Я благодарю зрителей за то, что вы были с нами. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. С вами был сегодня Иван Луцкан. Смотрите нас на YouTube, повтор, также на канале «Якутия-24». А в прямом эфире смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Всего вам доброго. Пока-пока.